Стремление обеспечить нашу страну компетентными и востребованными специалистами будущего является важной задачей государственной политики в сфере образования и науки. Гимназия номер 2 города Инты проводит масштабную работу, направленную на развитие интеллектуального и творческого потенциала учащихся, готовя их к успешной дальнейшей учебе и жизни в современном мире. Правительство Республики Коми активно поддерживает сферу образования нашего города. В августе 2025 года в рамках рабочего визита председатель правительства Дмитрий Братыненко совместно с главой муниципального округа Григорием Николаевым посетили гимназию номер 2, где обсудили актуальные потребности учреждения. По запросу гимназии была оказана помощь, в том числе и в дополнительном оснащении образовательного центра «Точка роста». На сегодняшний день мы занимаемся разными направлениями. Одно из направлений перспективных, которое выделили в особую рамку правительства Российской Федерации, это инженерия, подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов. Не самих аппаратов, а профориентация. На это нужны, конечно же, большие деньги. На сегодняшний день, если честно говорить, ни одно учебное заведение города, наверное, и страны не в состоянии приобретать такое профессиональное оборудование. Мы обозначили сумму скромную по закупкам 1 миллион рублей. И она была сразу же одобрена. Администрация нашего города нас поддержала, помогла нам составить заявку, подобрать товар. Тот, который нам нужен, отправили на согласование, и на нашу просьбу откликнулась одна из компаний. Достижение устойчивых образовательных успехов напрямую зависит от объемов финансирования. Благодаря материальной помощи от акционерного общества Комнедра, дочернего предприятия Нефтиса, гимназия приобрела современное оборудование. Это открыло новые возможности для развития технических знаний и навыков учащихся, обеспечивая им конкурентные преимущества в будущем. Мы приобрели симуляторы профессиональные беспилотных летательных аппаратов. Также мы приобрели 2 конструктора спортивных дронов российской разработки компании Geoscan, которые позволят ребятам готовиться уже к соревнованиям. Данные дроны входят в перечень оборудования, которое используется на российских соревнованиях для школьников, для студентов, и также для спортивного дрон-рейсинга. Одним словом, это дело новое, интересное, и мы теперь имеем возможность готовиться, пробовать и так далее. На сегодняшний день гимназия имеет много беспилотников, но они с ограниченными возможностями. Да, их можно программировать, но радиус полета у них куб 3 на 3 метра, максимум 5 метров, что не позволяет нам проходить трассы, управлять и так далее. На сегодняшний день такая возможность появилась. В дополнение к нашим беспилотным летательным аппаратам для младшего звена было обозначено, что наличие робота у нас есть, но младшее звено как-то у нас упущено, потому что 10+ у нас конструкторов в наличии не было. Также на эти деньги мы закупили конструкторы программируемые по робототехнике, и теперь появится возможность у желающих ребят из начального звена тоже заниматься этим. Также мы занимаемся виртуальной реальностью, и свои работы, выезжая, нам демонстрировать было очень сложно, потому что все оборудование, которое у нас есть, оно жестко привязано к определенному компьютеру. И продемонстрировать той же комиссии в Сыктывкаре, в Ухте, в Воркуте у нас не предоставлялось возможным. Мы только рассказывали на словах, показывали. Нам помогли приобрести комплект VR, который дает возможность шлем дистанционно, не привязан быть к компьютеру, просматривать наши работы, посещать виртуальные музеи и так далее и тому подобное. То есть еще одно направление. Также мы развиваем в школе школьное телевидение, и у нас не хватало профессионального оборудования, так называемый видеомикшер, для того, чтобы соединить потоки, выводить, ставить заставки оперативно во время эфира и так далее. И это оборудование мы тоже на эти деньги смогли приобрести. От всех учащихся гимназии, от администрации, от себя лично хотелось бы поблагодарить всех, кто
был причастен к данному делу, ну и особенно компанию Комнедра. Гимназисты увлеченно осваивают новые технологии и уже готовятся к соревнованиям, строя амбициозные планы. Это симулятор, он направлен на развитие управленческих навыков дрона FPV. А в будущем, как нам сказали, то, что в будущем это профессия, очень хорошо оплачиваемая, нужна в геодезии, в поисковых операциях, и сейчас она широко используется на специальной военной операции. В будущем я бы связал свою жизнь с этим. Мы рассматриваем с родителями поступление на операторов. Скоро будет зорница по летательным аппаратам. Мы хотим поучаствовать там, попробовать свои силы. Республиканская зорница? Пока что городская, потом хотим на республику выехать всей нашей командой. Профессии в сфере управления беспилотниками сегодня крайне востребованы. Активное внедрение дронов в различные отрасли делает это направление перспективным выбором для старшеклассников, ориентированных на построение карьеры. Эти навыки очень нужны в жизни. Они пригодятся на всяких работах. Я рассматриваю поступление в колледжи, институты и в будущем хочу стать оператором дронов. Меценатство в образовании открыло двери в будущее для этих и многих других ребят. Это не просто финансовая поддержка, а стратегический вклад в развитие нашего общества и будущее страны.